скорая приедет быстрее! Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Крым Реалии в день сопротивления оккупации проведут телемарафон «4 года сопротивления». В Стамбуле накануне прошел протестный пикет. Жители города и представители крымско-татарской диаспоры из 15 различных городов и провинций Турции, США и Румынии выразили свое недовольство российской аннексией Крыма. Пришедшие на акцию возложили черный венок к зданию консульства России в Стамбуле как символ протеста и несогласия, сообщает корреспондент Крым Реалии. Участники акции скандировали: «Фашистская Россия вон из Крыма», «Крым станет кладбищем для оккупантов», «Крым был и останется тюркским» и «Крымские татары – истинные хозяева Крыма». Я сьогодні прийшла для того, щоб підтримати наших братів татар. Крим – це Україна, ми одна держава, ми одна країна, ми один народ. Эти акции стали традиционными для крымско-татарской диаспоры Турции с момента российской аннексии Крыма. В Запорожье к охране общественного порядка во время крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата, привлекли 369 правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления нацполиции в регионе. 369 человек было, из которых 50 – это Нацгвардия, все остальное – это сотрудники полиции. В ведомстве заявили, что правонарушений во время шествия не было зафиксировано. Также на мероприятии были представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Они свое присутствие не комментировали. В Крыму сняли документальный фильм «О чем молчат львы», в основе которого воспоминания старшего научного сотрудника Воронцовского дворца-музея Степана Щеколдина. 4-серийная кинолента снята в жанре документальной драмы. Она повествует о периоде жизни полуострова во время немецкой оккупации. Об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму рассказал режиссер и продюсер картины Григорий Илугдин. Картину снимали в разных уголках полуострова, используя архивные материалы, в том числе фотографии и кинохронику. Роль Степана Щеколдина в фильме сыграл севастопольский актер Юрий Пимкин. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане погасили олимпийский огонь. Как передает российская служба «Радио Свобода», спортсменам из России не разрешили пронести свой флаг. Как и на церемонии открытия игр, они прошли под нейтральным. Сборную России ранее отстранили от Олимпиады из-за допингового скандала на Олимпиаде в Сочи. Во время Олимпиады в Южной Корее запрещенные вещества нашли в пробах керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой. Норвегия стала победителем неофициального общекомандного зачета зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Норвежские спортсмены на Олимпиаде завоевали 39 медалей, 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Украина же завоевала 1 медаль и оказалась на 21-м месте зачета. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до -3 градусов обещают синоптики переменную облачность. В районе Чонгара и Новоалексеевки будет -4,6. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды, а все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым, здравствуй, Украина, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Сегодня 26 февраля. 26 февраля – День крымского сопротивления. Сегодня, естественно, много наших эфиров будут посвящены именно этой дате, этой теме. Мы будем разбирать, мы будем поднимать, я не знаю, летописные страницы того, что произошло 4 года назад в этот самый день. А в этот самый день в Симферополе прошли очень масштабные массовые акции. Некоторые участники митинга возле Верховной Рады Крыма, причем исключительно выражавшие проукраинскую позицию, сейчас за решеткой.
Хотя даже если исходить из российской логики так называемого присоединения, 26 февраля 2014 года Крым находился в правовом поле Украины, а значит, как можно судить активистов по российским законам? Почему 26 февраля 2014 года подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов называет днем сопротивления киевскому режиму? Почему оккупационные власти полуострова героизируют российских участников митинга под стенами Верховной Рады Крыма? О чем вспоминают участники митинга за территориальную целостность Украины? Обо всем этом поговорим с вами в течение ближайших 25 минут. Я напоминаю также номера телефонов для наших радиослушателей. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. 044 490 29 05. Это телефон для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть трансляция в Фейсбуке и Ютубе. Пишите туда свои комментарии, а мы начинаем с сюжета. Тема дня. Крым в центре внимания. В медали за возвращение Крыма, учрежденной Министерством обороны России, указана дата – 20 февраля 2014 года. Эту же дату признал началом временной оккупации Крыма и украинский парламент. Для Украины это был день расстрела Небесной Сотни. Страной на тот момент руководил президент Виктор Янукович. В ночь на 23 февраля Янукович бежал в Россию. В этот день в Севастополе прошел многотысячный митинг. Если не будет вашей поддержки или завтра дрогнет любой из нас, то послезавтра к нам придут огненные улицы Киева. Вы хотите это? Участники митинга объявили, Севастополь больше не будет перечислять деньги в украинский бюджет, а руководить городом теперь будет так называемый народный мэр Алексей Чалый, бизнесмен с российским паспортом. Еще в 2013-м Чалый скупил несколько севастопольских интернет-ресурсов. Также он владелец телеканала «Независимое телевидение Севастополя». Будущего героя так называемой «русской весны» представили участникам митинга как коренного и хорошо известного севастопольца. Такого вызова, пожалуй, Севастополь не встречал, начиная с 91 года, может быть, и раньше. Сегодня наступление нашей права идет по двум основным фронтам. Первый фронт физический. Погромы, уголовные преследования. Второй идеологический. Нас загоняют в рамки людей второго сорта, которым будет запрещено иметь то самое право на историю и русский язык, которое мы имеем по определению, по праву своего рождения. На митинге присутствовали и представители официальной власти. Глава Севастопольской городской администрации Владимир Яцуба заявил, что поддерживает севастопольцев, но Чалова предложил назначить, как полагается, на сессии. Севастополь – самый спокойный город на Украине. Я вас убедительно прошу, провокаторов всегда было много, и одних, и других. У нас единая с вами позиция. Город Севастополь единый. Не делитесь на политические партии. Не делитесь по национальностям. Не делитесь, кто откуда приехал. Потому что если мы начнем делиться, это плохо кончится. И прольется кровь. Запомните, что я сказал. Нельзя разделить Севастополь и Украину. Митингующие не поддержали идею избрать новую власть легитимно, и уже на следующий день у входа в городскую администрацию Севастополя вывесили российский флаг. Яцуба подал в отставку. 25 февраля группа пророссийских активистов провела акцию у здания Верховной Рады Крыма. Митингующие объявили об отказе подчиняться центральной власти и требовали принять документ о разграничении полномочий между Крымом и материковой Украиной. Крым в центре внимания. Крым в центре внимания. 26 февраля. Сегодня вспоминаем события 4-летней давности, потому что, не зря они называются, по крайней мере, Днем крымского сопротивления. Самые большие массовые акции в тот день происходили, и сегодня мы будем говорить в течение ближайших уже 20 минут, в том числе с непосредственными участниками этих акций. Я лишь напомню для наших радиослушателей номера телефонов, по которым вы можете дозвониться в прямой эфир. 8 800 10 06 926 – это номер для крымчан, 044 490 29 05 – это номер для жителей материковой части Украины. Для крымчан звонки бесплатные. Для звонков на номер 044 490 29 05 стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И начинаем разбирать, начинаем вспоминать, начинаем подводить какие-то итоги. Я не знаю, может, по прошествии 4 лет, а это уже 1416 дней,
какие-то события стали более понятными. Да? С нами на связи сейчас Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Добрый день, слышно ли меня? Да, вітаю вас всіх і прошу не дуже звертайте уваги на мій голос. Я трошки простужений, але буду з вами спілкуватися, прошу. В вашем случае понятно, что независимо от состояния, я не знаю, вашего здоровья, извините, что вынужден за вас так высказываться, или там от каких-то планов, да, есть задачи, которые на вас положил в том числе Меджлис крымско-татарского народа. Вот вспоминая события 26 февраля, вот какие сейчас ваши выводы, да, каким выводом, возможно, вы пришли по прошествии 4 лет от этой, для кого-то даже трагической дати? Ну, ми дійсно не лише згадуємо те, що було 4 роки тому, але ми, аналізуючи і зробивши ті чи інші свої висновки, ми йдемо далі, намагаючись ситуацію повернути таким чином, аби цілі, які ми всі декларуємо, тобто відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом, відбулося якомога скоріше. Отже, ми сьогодні говоримо про те, що події 4-річної давнини свідчать про те, що у будь-якій справі, і особливо коли мова йде про захист територіальної цілісності держави, намагання громадянського суспільства мають спиратися на повне функціонування державної влади. 4 роки тому, 26 лютого, громадянське суспільство Криму своє завдання виконало в повній мірі. Ми, зібравшись за закликом Меджлісу кримсько-татарського народу, мешканці Криму різних національностей, кримські татари, українці, етнічні, росіяни, там були люди, скоріше всього, інших національностей, ми не дали можливості Путіну, ФСБ, Росії в цілому спробувати створити таку видимість того, що, мовляв, Верховна Рада Криму зібралася добровільно, прийняла рішення щодо відторгнення від України і приєднання до Росії. Громадянське суспільство Криму тоді не дало можливість Путіну створити таку гібридну картинку, щоб переконати світ, мовляв, кримські люди самі захотіли. І ввечері, після того, як вже мітинг завершився, мали би свої повні повноваження вступити всі інші державні органи влади і управління, починаючи від правоохоронців і завершуючи місцевою виконавчою владою. Цього не сталося, і тому так легко російські спецслужби, вони зробили захоплення цих приміщень, і тому так легко вони взяли під контроль весь Крим. Я зараз говорю про це, щоб перейти на сьогоднішню нашу дійсність. Сьогодні повернення Криму під контроль України, воно залежить від ефективності, міцності і від такої дуже керованості єдиної, власне, української держави по всіх напрямках. І тому маємо укріплювати українську державу, аби скоріше повернути Крим. Хорошо, можно я вернусь к одному из ваших тезисов? То есть, для чего, по-вашему, да, собирался митинг пророссийски настроенных граждан, причем это были далеко не только граждане Украины, как мы уже знаем, уже есть в том числе показания о том, что среди митингующих были также переодетые солдаты, я не знаю, военнослужащие Российской Федерации, и тем не менее, первая задача 26 февраля не допустить появления картинки о том, что якобы присоединение, аннексия, оккупация Крыма соответствует выражениям граждан Крыма. Я правильно понимаю? Ви там оговорилися, державний проукраїнський мітинг зібрався для того, щоб не дати Константинову і його команді, власне, тих людей, які
від страху покарання за свої злочини, які вони здійснювали от ті роки, там 12-13, таких людей в Криму було не так багато. І ті люди, вони кидалися в різні такі авантюри для того, щоб уникнути своєї відповідальності. І в цей же час, ми ж більше стали обізнаними через деякий час, тоді ми не все знали, хоча десь усвідомлювали, десь відчували. Тепер ми знаємо про те, що рішення про захоплення Криму, якщо вірити свідченню самого Путіна, він прийняв в ніч з 22 на 23 лютого. Отже, не знаючи про це рішення, ми відчували, що, і ми це робилося на наших глазах, що в Криму нарощуються дії, які можуть ускладнити ситуацію, оскільки Константинов і інші виходили з того, що треба звертатися за допомогою до Росії. І тому мітинг, дійсно, він зібравшися, він не дав можливість реалізації такого плану нібито добровольного приєднання Криму до Росії. І Путін був змушений на очах у всього світу, він був змушений задіяти інший для Росії набагато гірший варіант розвитку подій. Він прийняв рішення щодо військового вторгнення, і саме це рішення стане тим, яким доб'є Росію в той час, коли вже міжнародна спільнота зможе добитися повної ізоляції Росії. Це рішення, яке прийняв Путін, воно буде покладено в основу міжнародного трибуналу над російськими керівниками, власне, над Росією. І цього добилися мирні мешканці Криму на митингу 26 лютого 2014 року. Я напомню нашим радиослушателям хронологию событий. Итак, 26 февраля огромный митинг в Симферополе, а уже 27-го в 4 часа 30 утра 120 российских солдат. В основном это были военнослужащие 45-го отдельного полка спецназначения ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации. Они же потом стали ударным ядром и основными исполнителями захвата органов местной власти и на востоке Украины. Так вот, эти солдаты, эти военнослужащие без знаков различия захватили здание правительства и Верховного Совета Крыма. Там под дулами российских автоматов было провозглашено марионеточное правительство. Господин Чубаров, правильно я понимаю, что если бы не собрался настолько масштабный проукраинский митинг 26 февраля, то не понадобилось бы привлекать эти 120 солдат, не надо было бы уже совсем показывать, что это военизированный захват. Задача была исходно у россиян показать добровольность или якобы добровольность аннексии. Зрозуміло, що російські військові все одно були б задіяні в самий такий масштабний спосіб. І вони вже практично розгорталися по всьому Кримову, оскільки військові гарнізони Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебував на Кримському півострові законно, наскільки законними були ці домовленості між Україною і Росією, тобто війська все одно було б задіяні. Але це робилося б відкрито під бравурні марші, реляції, що, мовляв, депутати Криму зібралися, прийняли історичне рішення. В Росії або Радянському Союзі, а Росія є правоприємником Радянського Союзу в таких найцинічних, брутальних таких справах, таке відбувалося, як кажуть російською мовою, сплош і рядом. Згадайте, як це було в Балтійських країнах, як заходили російські війська в інші країни, і все при цьому посилалося нібито або на бажання трудящихся, або на рішення на тодішній час законних органів влади. Зрозуміло, що в Криму не було і не знайшлося потім
кількості депутатів, яка б давала б законність рішенню, тобто не було кворуму. Да якщо б і був би кворум, це рішення було б абсолютно незаконним, оскільки воно протирічило б всьому національному законодавстві України, бо не передбачалося таких механізмів, таких способів вирішення територіальних проблем. Воно б протирічило і протирічить міжнародному праву, але головне, що Путін би показував цю картинку і говорив би, бачите, вони самі захотіли. От цього ми йому не дали, і він задіяв військовий шлях, який шокував весь світ. І тепер, що би не говорив Путін, він розпочав його помітні, видимі такі кроки по захопленню Криму, вони були абсолютно беззаконними и абсолютно проти такими лежными международному праву. Останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок. Мы сейчас послушаем нашего радиослушателя. Вероятно, у него есть вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос нашему гостю эфира Рифату Чубарову. Житель Крыма, Симферополь. Прошу вас. Только отойдите от приемника, он вам мешать будет. Да, я сейчас буду говорить так, чтобы не слышать. Это самое. Вы знаете что? Уже 26 числа, уже 26 числа у нас уже здесь назревало такое, что все люди были напуганы. Напуганы всем. Очень сильно. И что? И вы знаете что? Все люди не хотели сценария, который произошел в Киеве. А вот такие товарищи, как этот Чубаров, провокатор, тот хотел крови. Да, я вас понял, спасибо. Итого, Рифат ага, скажите, пожалуйста, прокомментируйте впечатление нашего позвонившего радиослушателя. Первое, все были напуганы, а второе, вас даже назвали почему-то провокатором. Ні, шкода, що ви його прервали. Треба було, щоб він виговорився, бо може бути така думка. Дивіться, всі були налякані. Зрозуміло, що всі думали про майбутнє, що ж буде в Криму, в Україні, бо було видно і внаслідок тих подій, які відбувалися по всій Україні, і зокрема тут, і особливо тут, в Києві, на Майдані Незалежності, у подавляючій більшості українського суспільства, включає кримських людей, було, знаєте, вже таке очікування, що нарешті відбудуться корінні зміни, бо хай цей товариш, як він сказав, я думаю, що він зараз нас слухає, хай він згадає, наскільки для всіх набридла та влада, яку підтримували такі, як цей товариш. Для Криму це були так звані Макеївські, Донецькі, наскільки та влада була віддалена від людей, наскільки гнобився бізнес і все таке інше. Українське суспільство тоді стало для того, щоб змусити владу відповідати тим очікуванням, якими живе українське суспільство. Я не буду так далеко заходити. Зрозуміло, що були такі в Криму, що були налякані, чого би не боятися Константинову з його більше ніж 200 мільйонами доларів боргу, які він на той момент мав перед банками, державними установами, один із таких дуже великих аферистів, і про це всі знають в Криму. Зрозуміло, що були налякані такі, як Іоффе, Доничі. Якщо б було б по-іншому, цей товариш би, можливо, сказав би, що там Рифат собі видумує, то хай він погляне на те, хто сьогодні керує за допомогою Москви, хто сьогодні керує Кримом, і які наслідки їхнього керування. Тому тут треба сказати чесно і собі, і визнати це, що які би настрої не були в Криму, подавляюча більшість настроїв це була надія на зміну на краще. І ці настрої не були пов'язані з тим,
що зараз Путін веде війська і окупує Крим. І ці настрої були пов'язані з тим, що нарешті буде відбудовуватися збалансована система управління. І ми про це говорили 23 лютого, неділю, на такому великому мітингу, що проходив на центральній площаді міста Сімферополя. І цей товариш, може, згадає, що ми говорили, що нарешті в Криму не буде монополії жодної політичної партії, не буде монополії жодної етнічної спільноти, що ми, кримські татари, українці, росіяни, будемо разом на рівних відповідати за майбутнє Криму. Це були відкриті і такі, знаєте, масовані меседжі всьому Кримову. Але саме такі меседжі, коли ми всі рівні, вони не подобалися Константиновим і іншим. А тут вже і Путін для себе вирішив, що нарешті настав такий час, коли він може прибрати Крим і взяти під контроль всю Україну. Путін, як справжній бандит, він дочекався, коли Україна була знесилена, вона була безсильна, вона виходила з величайшого протистояння на Майдані, і як справжній бандит він наніс удар найближчому своєму сусідові в той момент, коли він потребував допомоги. Так роблять бандити. І тому кінець Путіна, Росії, він буде такий, який буває у бандитів. Крим повернеться під контроль України. І цей товариш, який зараз нам телефонував, якщо він не здійснив жодного злочину за часи окупації, він далі буде жити в Криму разом з нами, він буде мати іншу думку, і це буде нормально, якщо він не здійснив жодного злочину. Последний вопрос. Вы сказали, что гражданское общество 26 февраля выполнило свою задачу, то есть показало, что никакой массированной народной поддержки идеи оккупации, идеи аннексии не существует. Но не сработала потом уже официальная, я не знаю, государственная машина Украины, где, вы сказали, могли бы сработать силовики и так далее, и так далее. Но мы также знаем, что меньше четверти солдат и офицеров вооруженных сил Украины вышли на материк. То есть огромное количество людей, которые просто остались в Крыму и не оказались верными присяге. Возможно ли было для Украины тогда защитить, я не знаю, включиться официальными какими-то государственными механизмами? У нас був деякий час, можливо, він був не такий довгі, як хотілося б. 27-го о 4-й ранку ці люди в масках, так звані невідомі, з великою купою сучасної стрілкової зброї, вони захопили приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму. І от 27-го цілий день, і, як на мене, ще 28-го десь до вечора, поки вже широко не стали блокуватися аеродром, аеропорти, військовий гарнізон Одеси. От 1,5 доби у правоохоронних органів України були всі можливості, як на мене. Тобто можливості були. Извините, я вынужден вас прервать, потому что время нашего эфира ограничено. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Я напоминаю, это радио Крым Реалии. Наш эфир продолжается. Меня зовут Павел Новиков. До скорой встречи. Новости в эфире радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Митинг ко дню сопротивления оккупации Крыма из-за морозов не отменяют. На марш Немцова в Москве выходили Собчак, Явлинский, Навальный. Грифоны с Митридатской лестницы в Керчи переданы в городскую лапидарий. Сейчас подробнее.
Организаторы митинга солидарности, запланированного на сегодня в Киеве, призывают украинцев поддержать это мероприятие в поддержку территориальной целостности Украины и деоккупации Крыма, несмотря на сильные морозы. Совместное заявление об этом сделали Меджлис крымско-татарского народа и ряд общественных организаций. По словам главы Меджлиса Рифата Чубарова, организаторы сделают все, чтобы ход митинга был динамичным и не отягощенным множеством длинных и одинаковых выступлений. По данным синоптиков, в начале недели в Киеве ожидается до -17, -22. В Украине дату 26 февраля предлагают провозгласить Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Крымчанка Эльмас Акимова, которая вышла на одиночный пикет против реконструкции ханского дворца в Бахчисарае российскими специалистами, подают жалобы на провокаторов. Неизвестные люди разорвали ее плакаты во время пикета. Об этом сообщает объединение «Крымская солидарность» в Фейсбуке. В объединении опровергают информацию о задержании Акимовой. Российские правоохранители в Крыму в открытых источниках информацию не комментируют. Накануне в Москве состоялось шествие памяти Бориса Немцова, убитого 3 года назад. Туда пришли политики Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Активисты требовали найти заказчиков преступления. Полиция изымала у них плакаты с надписями «Путин, хватит врать и воевать, я против аннексии Крыма», передает русская служба «Радио Свобода». Я считаю, что он был настоящий патриот России. Если бы у нас страной руководили такие, как он, у нас была бы нормальная европейская страна, в которой жили бы свободные, независимые люди. По информации активистов, на акцию памяти Немцова пришло более 7 тысяч человек. Грифоны с пролетов Большой Митридатской лестницы в Керчи доставлены в лапидарий Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедник. Об этом сообщает местный сайт kerch.com. Вместо старых грифонов, без которых керчане уже не представляют лестницу, займут новые скульптуры, цитирует СМИ сообщение заповедника. Демонтировали статуи рабочей фирмы «Меандр». По словам смотрителя лапидария Нины Кучеревской, грифонов могут не вернуть на старое место. Сегодня в Крыму днем до -3 градусов, переменная облачность в районе Чонгара и Новоалексеевки -4,6. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды, а все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз напоминаю, 8 800 10 06 926. Звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Сегодня 26 февраля. По сути, у нас в утреннем эфире такая монотема, говоря украинским, радийным профессиональным языком. Обсуждаем все детали. Вот события 26 февраля мы вроде как более или менее разобрали, но у этих событий были последствия. Кроме того, что 27 числа в 4 часа 30 минут утра произошел силовой захват зданий Совета министров и Верховной Рады Крыма, для многих участников митингов 26 февраля судьба... потом, скажем так, принесла проблемы, в том числе с российским законодательством. Хотя даже по российским законам, насколько я понимаю, 26 февраля — это день, когда Крым полностью входил в украинское правовое поле. Такие акции в Украине не запрещены. Так вот вопрос, почему Россия преследует людей, которые тогда даже не были ее гражданами, хоть как не относись к процессу аннексии. Итак, дело 26 февраля. Это вопрос, который мы будем с вами обсуждать в течение ближайших 20 минут. Но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Крым в центре внимания. Около 10 тысяч крымских татар и других проукраинских активистов собрались 26 февраля 2014 года под стенами Верховной Рады Крыма. Они намеревались помешать крымским депутатам принять законопроекты, которые угрожали территориальной целостности Украины. Митингующим противостояли пророссийские активисты и казаки, которые также собрались в этот день у здания парламента. Протестующих разделял кордон милиции, однако время от времени между ними происходили столкновения. В этом году
году подконтрольные Кремлю власти Крыма наградили посмертно пророссийских активистов Валентину Корневу и Игоря Песнова, которые в тот день погибли в давке. В 2015 году подконтрольная России прокуратура Крыма начала преследование крымско-татарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге. Самым громким стало задержание замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Его обвинили в организации массовых беспорядков. Среди других задержанных Али Асанов, Мустафа Дигерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Нибиев. Правозащитный центр «Мемориал» признал Чийгоза политзаключенным, назвав дела против всех участников митинга политически мотивированными. В Симферопольском СИЗО он пробыл более 2 лет. В сентябре прошлого года Чийгоза приговорили к 8 годам лишения свободы. 25 октября 2017-го российские власти передали Чийгоза турецким властям. Из Анкары Чийгоз выехал в Киев. По неофициальной информации о передаче заключенного Украине договаривались президенты Турции и России Реджеп Таyyip Эрдоган и Владимир Путин. Помимо Чийгоза суд вынес приговор еще 2 фигурантам дела 26 февраля. Талят Юнусов и Эскендер Нибиев пошли на сделку со следствием и признали вину с условием, что их показания не будут служить доказательством в делах других активистов. В отношении остальных фигурантов дела до сих пор продолжаются судебные разбирательства. Крым в центре внимания. Итак, 4 года прошло с той даты, 26 февраля 2014 года. По некоторым участникам митингов 26 февраля дела до сих пор идут. Сейчас эти все детали будем обсуждать, в том числе с вами, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, телефон 8 800 10 06 926. Это для звонков с Крымского полуострова. И 044 490 2905. Это для звонков с материковой части Украины. У нас в гостях Николай Полозов, российский адвокат. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Доброе утро. Скажите, вот ваше впечатление, само появление дела 26 февраля, когда даже по российскому законодательству и по, там, не знаю, как, вот неважно, да, как относиться к так называемому присоединению Крыма, но все равно 26 февраля Крым — это украинское правовое поле. Почему это дело вообще возникло? Это была месть? Ну, безусловно, это была месть. Дело имеет политический характер. Фактически, несмотря на то, что буквально на следующий день после событий уже российские военнослужащие захватили основные административные здания в Крыму, дело было возбуждено лишь спустя несколько месяцев. Это было обусловлено тем, что российские власти надеялись, что им удастся договориться с лидерами крымско-татарского народа, а когда они поняли, что никаких договоренностей не будет, что крымские татары, что Украина никогда не примут оккупацию Крыма, то в качестве мести было это дело возбуждено, были привлечены исключительно крымские татары, несмотря на то, что в этом митинге принимали участие граждане Украины абсолютно разных национальностей. Хорошо, то есть это не просто месть, а еще и месть по национальному признаку, да? Именно так. То есть те дела, те приговоры, которые уже вынесены, в том числе там приговор Ахтему Чийгозу, да, это вопрос того, что надеялись договориться. Я помню из новостной ленты, из телевизионных трансляций, когда был даже звонок, телефонный звонок Владимира Путина, президента Российской Федерации, и Мустафы Джемилева, лидера крымско-татарского народа, и там, вот если я правильно помню события 4-летней давности, да, то там была фраза, сказанная Джемилевым: просто уберите свои войска из Крыма. То есть вот это была точка невозврата, по-вашему? Да, именно так. Когда Кремль понял, что крымские татары не торгуют своей родиной, ответом была естественная реакция Кремля — это репрессии. И здесь можно констатировать, что, конечно, это дело абсолютно дискриминационно по расовому признаку, по национальному. Несмотря на то, что в ходе суда было установлено, что пострадали не только сторонники Аксенова, сторонники русского единства, сторонники присоединения Крыма, но и крымские татары, потерпевшими были только так называемые ополченцы, а по сути боевики Аксенова, которые еще за день до того, 25 февраля, осуществляли попытку захвата Верховной Рады Автономной Республики Крым. Об этом мало кто говорит, но они водрузили российский флаг, они попытались ворваться в здание, и фактически действия российских приверженцев
были потом экстраполированы на действия крымских татар, которые вообще не совершали ничего подобного. Хорошо, для крымско-татарского народа есть вообще одна, они это часто даже вслух произносят, да, что сопротивление должно быть ненасильственным, да, вот такие продолжения идеи, простите, Ганди даже, да, то есть вот такой гандизм. И тем не менее, хоть они и действуют ненасильственно, во-первых, они признаны зачинщиками, да, организаторами, Ахтем Чийгоз признан организатором вот этих самых так называемых беспорядков, получил срок, потом, да, этот сложный обмен или там, скажем, переправка в Анкару. Вопрос, почему сейчас, вот спустя 4 года, назначенные Россией руководители Крыма пытаются героизировать тех, кто пострадал с той стороны? То есть пострадали с двух сторон, да, можно было просто забыть, но нет, награждают медалями. Это своего рода мифотворчество, когда собственные преступления необходимо покрыть такой патиной, позолотой героизации. На самом деле из материалов дела абсолютно не следует, что и Корнева, и Постный погибли непосредственно в результате этого митинга. Мало того, муж этой женщины заявил, что он считает, что вообще ее забили битами вот эти вот пророссийские митингующие, которые приехали из Севастополя. А из Севастополя, на секундочку, приехали люди военные. Из материалов дела также следует, что в этих событиях принимала участие частная военная компания, которая вот сейчас в Сирии кладет там своих бойцов за нефтяные заводы. Вот эти люди в 2014 году, в феврале, осуществляли захват Крыма и убивали граждан Украины. Что касается Постного, то вообще неизвестно, откуда этот молодой человек взялся, и существует достаточно серьезная версия, что он был убит в другом месте, а его туда просто подбросили. Поэтому, на мой взгляд, вот эта попытка крымских властей нынешних героизировать погибших, это, во-первых, попытка нажить себе политические очки на этом, а во-вторых, попытаться скрыть свои собственные преступления. Хорошо, с точки зрения вот работы адвоката, да, можете, я не знаю, какие-то итоги подвести, как вам было работать с делом 26 февраля? Конечно, работа в Крыму, защита прав человека в Крыму идет через совершенно тяжелое гигантское сопротивление. И для нас была задача не столько в этом процессе попытаться его выиграть, потому что мы понимаем, что у шулеров невозможно выиграть, сколько вытянуть из всех этих фигурантов максимальное количество информации для того, чтобы в последующем эта информация использовалась и в Европейском суде по правам человека, и в Международном суде ООН, и в последующем международном уголовном деле, которое, безусловно, будет. И на основе этих показаний сажать на скамье подсудимых в Гаагу всех, кто причастен к этому преступлению. С нами на связи Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем, здравствуйте, слышно ли меня? Да, здравствуйте. Скажите, вот Рифат Чубаров, который с нами был на связи вот совсем недавно, сказал, что украинское гражданское общество, да, крымско-татарские активисты разных национальностей, но с проукраинской позицией, свою задачу 26 февраля выполнили, потому что показали отсутствие всенародной так называемой поддержки вот этой самой аннексии. Но не сработало украинское государство. Вы по прошествии 4 лет, по прошествии огромного времени в СИЗО, как оцениваете события 26 числа и дело, в котором вы были, собственно говоря, обвиняемым? В общем-то, я в 2014 году еще говорил, приводя в пример последние выборы в Крыму, когда пророссийские силы, сгруппировавшись, шли в Верховный Совет Крыма, в Верховную Раду Украины. И вот тот миф, который насаждался обществу Украины этими заинтересованными пророссийскими политиками здесь, в Украине, что вот настроения там пророссийские очень мощны в Крыму, говорили цифры. Например, в Крым объединенное вот это вот русское единство с русским блоком, с русской общиной Крыма набрало 1 и несколько десятых соток в Украину при выборах.
А в Крым всего лишь они с трудом прошли 3% барьер и взяли 4 депутата. О чем это говорило? О том, что на самом деле гражданское общество в Крыму уже свои симпатии определяло по другим принципам, не как в 90-х. И да, действительно, Советский Союз хотела там определенная часть, но это вот как раз-таки небольшая часть. Что касается 26 числа, да, вот исходя из этого, многие проявили пассивность в развитии этого вот такого сценария, значит, куда-то в гавань уходить. Но это тоже позиция. Что касается активной части, не только 26-го, все последующие дни, когда десятками тысяч выходили на дорогу и показывали протест, женщины, дети, мужчины, старики, протест этим тысячам колонн боевой техники. И сегодня этот протест идет. Поэтому на самом деле государство Украина в лице особенно местной власти Крыма, они же, их не нужно было формировать, как в Киеве. Они должны были выполнять свои обязанности, свой долг. Это головы советов, головы райсоветов, там, тот же Могилев, который просто, скажем так, своим отстранением на последнем этапе, самоустранением, способствовал оккупации. А до 26 числа был очень активный борец против Евромайдана и евроинтеграционных вопросов. И вся его команда. Кроме того, кто референдум помогал организовывать? Головы советов. 2 крымских татарина на тот период были головами, один мэром Белогорска, другой главой районного совета Бахчисарая, где не участвовала официальная власть в формировании участковых комиссий и так далее. То есть не участвовали в этом самом референдуме. Можете, пожалуйста, остаться на линии? У нас есть мнение крымского политолога, директора Центра музея Тавриды Андрея Мальгина. Он присутствовал во время событий под крымским парламентом, он поддерживал российские митинги. Вот почему, по его мнению, на скамье подсудимых оказались только крымские татары. Давайте услышим. Мнение. Я хорошо помню, как организовывались эти события. Константинов был председателем Верховного Совета, назначил сессию. Сессия Верховного Совета была назначена, если я не ошибаюсь, где-то на 14 часов, то есть на 2 часа. И для поддержки депутатов, которые должны были тогда вынести определенные решения, а эти решения, это было решение о непризнании государственного переворота в Киеве. Вот этих людей, которые собирались поддерживать начало сессии, они были приглашены партией «Русское единство» приблизительно на 12 часов дня. Но когда они стали собираться на площади, фактически площадь уже была к этому моменту занята сторонниками Меджлиса, которые начали собираться на этой площади с 9 часов дня. Это говорит о том, что Меджлис готовился к этим событиям заранее, в то время как партия «Русское единство» не видела опасности, которая могла бы исходить от их оппонентов, их противников. Поэтому мне кажется, что организаторами, скорее, этих столкновений, именно как столкновений, выступили сторонники Меджлиса. К силовым столкновениям сторонники Меджлиса были готовы, а сторонники «Русского единства» нет. Мнение. Вот такое мнение высказал один из непосредственных участников. Ахтем, можете прокомментировать? Мы уже до вашего включения говорили о том, что крымско-татарский народ все время, даже артикулирует это и отдельно заявляет, что сопротивление исключительно ненасильственное. Вот сейчас вас Меджлис обвиняют в организации, подготовленности и готовности к столкновениям. Прошу. Когда вы зовете или берете комментарии у так называемых политологов, подлецов, которые организовывали и способствовали вхождению России в Крым, что вы хотите? Мы хотим ваш комментарий. У нас со связью проблемы или мы слышим? Продолжайте, пожалуйста. Мнение.
Нет, все же перебои со связью. Мы сейчас попробуем восстановить связь. Ваше мнение, Николай, по этому поводу? Я напомню, на студии Николай Полозов, российский адвокат, который тоже работал по делу 26 февраля. Ну, конечно, то, что говорит этот политолог, полное вранье. Значит, в материалах дело имеется. У нас в суде проходил допрос Аксенова, да, нынешнего так называемого главы Крыма. Аксенов дал свои показания под присягой в суде. Это есть в протоколах. Что из этого следует? Накануне, 23 февраля, Аксенов организовывал парамилитарное образование, так называемое народное ополчение. Второе. Аксенов заявил на суде, что он на свои деньги закупил амуницию, дубинки, щиты и прочее для силового развития событий. И эти вещи находились в автобусах, припаркованных недалеко от здания Верховной Рады Автономной Республики Крым. Третье. Заявка на проведение митинга русского единства, как это выяснилось на суде, была подана после заявки Меджлиса, а участники ополчения начали приходить задолго до того, как начали собираться крымские татары. Поэтому то, что сказал этот политолог, это ложь, это путинская пропаганда. А на самом деле, действительно, крымские татары выражали свое мнение мирно и ненасильственно, и мы видели в том числе на видеозаписях, которые исследовались в суде, что ополченцы неоднократно осуществляли попытки провокаций для того, чтобы вынудить крымских татар отвечать на их агрессию. Это продолжалось на протяжении нескольких часов, где-то с 9 утра и до 12 до часу дня. И только потом уже начались столкновения после того, как милиция самоудалилась. То есть сотрудники, руководители милиции просто взяли и убрали милиционеров, которые разделяли две группы митингующих. С вами восстановилась связь с Ахтемом Чийгозом. Ахтем, прошу ваше мнение относительно того, что Меджлис якобы был готов к силовому сценарию. Прошу. Так вот, когда вот такие вот подлецы создают некие скрепы, они даже не удосуживаются у своего барина спросить, как это было. Так вот, их барин Аксенов давал показания в суде и говорил о том, что они изменили время митинга и уже в 9 часов всю ночь оповещали и Шеремета, и другие, оповещали начальников отрядов, там, командиров отделений о том, что надо прийти к 9 часам и оказывать сопротивление Меджлису крымско-татарского народа. Поэтому я говорю, что люди, пытающиеся сегодня там создать мифы, скрепы вокруг 26 числа, на самом деле они позорно выглядят. Я вас понял. Спасибо большое. У нас короткое время программы. С нами на связи был Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Напомню, что у нас в студии Николай Полозов, российский адвокат, который, собственно, работал по делу 26 февраля. Смотрите, есть несколько людей, которые пошли на сделку со следствием, да, при условии того, что их показания не будут использованы против других участников, да. Я смотрю, что вообще такая тактика, я не знаю, такая традиция уже появилась, что многие берут на себя вину, причем это граждане Украины, да, которых судят сейчас в российских судах, но в качестве одной из мер, чтобы их показания не учитывались против других. С чем это связано? Почему так? То есть надо обязательно кого-то посадить по плану, а договор только о том, насколько ты посадишь еще и остальных? Ну, прежде всего, это связано с тем давлением абсолютно незаконным, неконституционным и противоречащим основным правам и свободам человека, которые осуществляются силовиками. Уговорами, а иногда и прямым давлением, пытками людей заставляют оговорить себя. Но здесь важно понимать, что по российскому законодательству, если человек идет на сделку и дает показания против себя, то возникает преюдиция. То есть, таким образом, его показания, даже если он не хочет, чтобы они использовались против других, формально следствие и суд могут использовать против других. И то есть, раз преступление было признано, значит... Сам факт уже доказан. Да. И когда нам стало известно о том, что осужденные Талят Юнусов и Искандер Небиев признали свою вину, мы впоследствии обжаловали их приговоры в части указания в них имени Ахтема Чийгоза. Потому что еще до осуждения Ахтема Чийгоза в приговорах и Небиева, и Юнусова было указано, что они действовали по указанию Чийгоза. А это, даже по российским меркам абсолютно недопустимо, и суд
что интересно удовлетворил наши жалобы и вычеркнул Ахтема Чийгоза из этих приговоров. Хорошо, тем не менее, Ахтем Чийгоз получил 8 лет, и только благодаря переговоров на очень высоком, на высшем государственном уровне удалось его освободить. С чем это было связано, по вашему мнению? Была ли какая-то заслуга в этом ваша как адвоката, или в данном случае уже адвокатская деятельность была закончена, потому что есть приговор? Жестокость приговора связана исключительно с желанием наказать крымских татар, запугать их. Что касается моей деятельности, понимаете, политическая адвокатура предусматривает, что защита идет не только на юридическом уровне, но активно вовлекается и медийное поле, и политический уровень, и только совокупность всех этих факторов может привести к тому, что о деле начинают говорить на самом высоком уровне. Это дело удается подбросить очень высоко. И мы видим, что еще ни один украинский политзаключенный не был освобожден в законном порядке. Всегда было политическое решение. Поэтому, к сожалению, если оперировать только юридическими инструментами, к сожалению, в российских реалиях добиться невозможно ничего. Хорошо, многие, в том числе правозащитники, говорят, что российское законодательное поле, которое сейчас де-факто применяется и на территории аннексированного Крыма, применяется в Крыму еще более жестко, чем на территории, собственно, Российской Федерации. Условно говоря, в Москве, как говорил кто-то из моих гостей эфира, можно выйти на разрешенный митинг и нести там украинский флаг, тебе за это ничего не будет, да? В Крыму за это же, там, за флаг на своем доме человек может получить срок. Да, Крым — это сейчас серая зона, где абсолютно властвуют силовики. По уровню давления на свободы и права человека это, наверное, сопоставимо с некоторыми кавказскими республиками, где происходят такие же похищения, такие же убийства, такие же абсолютно неправосудные приговоры. И я думаю, что в таком состоянии Крым будет находиться до тех пор, пока российская власть не почувствует, что сопротивление иссякло. То есть, пока в Крыму находятся люди, которые не согласны с тем, что произошло, вот это давление, это бесправие, этот беспредел будет продолжаться. То есть гайки, по вашему предположению, будут закручиваться. Как работать адвокатом тогда, как работать правозащитником, если ситуация меняется, и меняется, не в сторону упрощения работы адвокатов? Работать очень тяжело, работать приходится под давлением. Я это ощутил на, так сказать, собственной шкуре, потому что за 2 года работы в Крыму меня и похищали сотрудники ФСБ, и было 2 раза попытки возбуждения уголовного дела против меня. Но я вижу, что те адвокаты, те правозащитники, которые работают в Крыму, которые пытаются защищать граждан Украины в Крыму, фактически занимаются подвижничеством. И помочь им можно только максимальной оглаской этих действий, этой работы, и тогда, может быть, это дает какую-то хотя бы минимальную гарантию того, что они сами не окажутся на одной скамье вместе со своими подзащитными. Кстати, вот сама практика уже попыток привлечения адвокатов к ответственности, это же тоже не самая распространенная в мире история. Это какой-то нонсенс, по-моему. Это не такая частая история. К сожалению, в России такое случается, и мы видим, что в Крыму, где фактически силовики не оглядываются ни на какие нормы, они активно пытаются использовать и вот эти механизмы. Что ж, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Николай Полозов, российский адвокат, был с нами на связи. Обсуждаем дело 26 февраля. Все особенности. Пообщались с Ахтемом Чийгозом, рассказали вам о том, как проходили эти самые дела. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Услышимся через несколько минут. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Украине 26 февраля отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации. Российские выборы в Крыму не будут признаны. В аэропорту Симферополь оборудуют комнату для намаза. Сейчас подробнее. В Украине сегодня отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации, инициированной общественностью. В этот день 4 года назад перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии «Русское единство». Ранее в Мининформполитике Украины сообщали, что указ об официальном утверждении этой даты находится в администрации президента Украины. Сегодня состоится совместный марафон 5 канала «Крым Реалии», агентства «Крымские новости» и радио «Хаят». 4 года сопротивления. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что выборы российского президента в аннексированном Крыму не будут признаны международным сообществом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина». Решение о признании этого голосования будет принимать каждая страна в отдельности, добавил дипломат. Выборы президента России назначены на 18 марта, годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие 8 кандидатов. В Симферополе активисты Украинского культурного центра в Крыму провели творческий вечер, посвященный украинской поэтессе и писательнице Лесе Украинке. Активисты читали ее биографию, стихи и слушали украинские песни в исполнении молодых музыкантов. Твої зелені очі так дивляться на мене, що цілий світ. Почти 3 года Леся Украинка провела в Крыму. Она посвятила этому краю циклы стихотворений «Крымские спогады» и «Крымские відгуки». В новом терминале аэропорта Симферополь оборудуют комнату для совершения намаза. Там также предусмотрено место для омовения. Об этом сообщают в пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя. Представители управления осмотрели специальные помещения и определили направление кибла. В конце декабря прошлого года строители завершили возведение здания нового терминала аэропорта в Симферополе. Сегодня в Крыму днем до -3 градусов и переменная облачность. В районе Чонгара и Новоалексеевки -4,6. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды, а все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Сегодня 26 февраля. Обсуждаем последствия, и детали, собственно говоря, того дня в Крыму. Там были самые масштабные акции. Обсудили дело 26 февраля, поскольку по нему оказались привлеченными к ответственности, уголовной ответственности, в том числе исключительно крымские татары в Крыму. И адвокат Николай Полозов сказал, что это, скорее всего, просто месть, причем месть по национальному признаку. И есть третья часть, которую я назвал для себя условно словом «возмездие». Уже выдал на днях статью на странице правительства Великобритании министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который написал буквально следующее: от того, будет ли мир следовать этому принципу того, что нельзя приобретать территорию силовым путем, зависит безопасность каждой нации. Именно потому судьба Крыма имеет значение для всех нас, так сказал британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Вот, собственно, о том, какие уголовные и не только, и вообще международные иски сейчас готовятся против Российской Федерации, каким будет и будет ли возмездие, будем говорить в ближайшие 25 минут, но сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем. Крым в центре внимания. Комплекс
Комплексная юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. Именно так министр иностранных дел Павел Климкин охарактеризовал обращение Украины в международный арбитраж. Украинская сторона передала в суд материалы о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву в Азовском и Черных морях. В документе около 500 приложений. Президент Петр Порошенко заявил, что экономическим интересам Украины нанесен серьезный ущерб. Россия ведет добычу полезных ископаемых в Черном море, а строительство моста через Керченский пролив приводит к негативным экологическим, инфраструктурным, транспортным последствиям. В этом же году украинский МИД готовится подать и другие меморандумы по Конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма. Также для иска в Международный суд ООН собираются материалы по военным преступлениям России против Украины. Кроме того, 21 февраля Евросоюз решил продлить санкции против России еще на полгода. В санкционный список ЕС добавили еще 150 человек и 38 организаций. Впервые ограничительные меры против России были введены в марте 2014-го. Они включают в себя визовые ограничения и замораживание счетов. В декабре прошлого года о продлении экономических санкций против России заявил и президент США Дональд Трамп. Кроме того, существуют санкции, которые вводятся в отношении отдельных граждан России и российских организаций. Например, в январе этого года Министерство финансов США объявило о расширении существующего перечня санкций. В список добавили 21 человека. 21 февраля заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявил, санкции будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит военные действия на временно оккупированных территориях Донбасса и не вернет аннексированный Крым. Крым в центре внимания. Крым в центре внимания и иски, международные иски за Крым в центре внимания. Станислав Бетрин, украинский юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд» у нас в студии. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Скажите, вот насколько фраза, да, конечно, официального лица министра иностранных дел Украины о том, что против России поданы иски по всему спектру. Весь ли этот спектр или мы можем ожидать чего-то еще? И, кстати, сработает ли вот такая широкомасштабная, может быть, стоило, по-вашему, работать в каких-то там, я не знаю, 2-3 узких направлениях, а не весь спектр? Як ви це оцінюєте? Дякую. Ну, в першу чергу, чи не заперечуєте, що я буду українською мовою спілкуватися? Так, звісно, прошу. Тим паче, що громадяни, які нас слухають, я думаю, все ж таки вони сумують за Україною, за українською мовою, за культурою. Я хочу нагадати, що ще з 2014 року ми, група юристів, допомагали також Міністерству юстиції України у розробці такої от стратегічної політики щодо юридичного фронту. І якраз тоді ми вже наголошували, що був би стратегічно невірний шлях, якщо б залишити окремі проблеми і фрагментарно їх вирішувати у міжнародних судах. Насправді, на протязі 2 років тривала дуже невизначена ситуація. Окремі підприємства України змушені були самостійно вирішувати, так би мовити, свої питання через міжнародні комерційні арбітражі. І виникала головна проблема, а як же захищати інтереси великих структур за законодавством про міжнародний захист інвестицій, тому що потрібно визнавати, що тоді Росія, фактично є суперечка міждержавна така, і потрібно приймати певне рішення щодо стратегії захисту інтересів, щоб не визнати випадково Росію країною, яка на законних підставах володіє територією Криму. Тут я попрошу вас вот буквально перерыв, мне очень важно в этом разобраться. То есть задача состояла не только в том, чтобы сформулировать иски, в том числе о потерях, об утратах, я не знаю, о потерянной собственности, государственной собственности, собственности бизнесов, да, и еще как-то природные ресурсы, вот тот же Черноморнафтогаз, но еще и сформулировать эти иски так, чтобы не признать законность оккупации. Я правильно понимаю? Ви абсолютно правильно підтверджуєте. Справа в тому, що мова йде не тільки про те, що завдано чи не завдано сотні мільярдів доларів збитків. Мова йде про територіальну цілісність і суверенітет України. В цьому головна проблема. І тут, в залежності від того, яким чином, які тонкощі будуть використані в юридичних документах на міжнародному рівні, залежить дуже багато. Ми ж бачили, до прикладу, різні контракти сумнівні, які укладала Україна із корпораціями Росії, і там навіть було зазначено про Кримський федеральний округ. Такі дрібниці могли призводити до того, що ми, як наслідок, могли отримати програші по справах
в Міжнародному кримінальному суді. Це дуже і дуже небезпечно. Але я хотів би для наших слухачів підкреслити, що на сьогодні вимальовується дійсно вже в 2018 році та картина, що в перспективі вище керівництво Російської Федерації отримає відповідний ордер на арешт. Справа в тому, що в кінці 2017 року у своєму попередньому звіті Міжнародний кримінальний суд, прокурор даного органу, вже чітко ідентифікує, що з 2014 року почався саме міжнародний конфлікт Росії проти України на території Криму. І пізніше він ідентифікує, що на території Сходу України існує як ознака відкритого протистояння між Україною і Росією, що також є ознакою міжнародного конфлікту, так і неміжнародний конфлікт. Для наших слухачів неміжнародний означає те, що частково сьогодні є позиція у міжнародних правників в тому, що в деяких елементах Україна веде військові дії проти організованих терористичних угрупувань. Але важливо підкреслити, що те, що ще рік тому, 2 роки тому було під питанням, чи є протистояння між Росією і Україною на сході України, на сьогодні це питання знімається потихеньку, і в подальшому позиція української сторони буде тільки посилюватися доказами. Була величезна проблема в тому, всі запитували, чому Україна не звертається в міжнародні суди щодо притягнення за злочини агресії, саме російську сторону. Велика міжнародна проблема в тому, що Міжнародний кримінальний суд, так званий Гаазький трибунал, він і по сьогоднішній день не володіє юрисдикцією ще для розслідування злочинів саме агресії. Тому, що він може розслідувати? Він може розслідувати і притягувати вищих посадових осіб до відповідальності за злочини геноциду, злочини проти людяності і найбільш головне в нашій ситуації – це за військові злочини. І сьогодні є всі ознаки для того, щоб трактувати події в Криму, події на сході України як військові злочини вищого керівництва Російської Федерації. Тому Путін і команда на наступний день після оголошення попереднього висновку прокурора МКС вони вийшли і визнали наперед, що вони взагалі не будуть ніколи ратифіковувати Римський статут. Римський статут, це була перша ознака слабкого супротивника, який підняв білий прапор. Нам просто сьогодні потрібно довести все до завершення. Хорошо. История с Международным уголовным судом в Гааге длится с начала 90-х. И до сих пор этот трибунал, по сути, не закончился. И до сих пор, например, сотрудники трибунала, с которыми у меня была возможность пообщаться, говорят, что есть даже некая опасность, например, для свидетелей. Да? То есть там есть отдельный даже департамент, который занимается безопасностью свидетелей, внимание по делам, которые произошли больше 20 лет назад, 25 лет назад многие. Как вы оцениваете, сколько это может длиться в украинском кейсе, да, в крымском кейсе, и как вы, собственно, оцениваете этот срок? Все равно важно, чтобы справедливость восторжествовала, или нам все-таки важно, чтобы она восторжествовала, я не знаю, в ближайшее время? Ви знаєте, я не буду винятком і не буду оптимістично заявляти про тижні чи місяці. Але я тільки наведу один факт, що ми всі очікували, що це буде кілька років взагалі до навіть попередніх висновків. Але це був просто холодний душ для Російської Федерації, що наскільки швидко відбулися вже ці попередні слухання і вже є висновок прокурора Міжнародного кримінального суду. Тут, на відміну від тих справ, які розслідував МКС у минулому, тут кардинально інша ситуація. Ми не говоримо про справи щодо керівників віддалених регіонів типу Каддафі і так далі. Ми зараз говоримо про те, що світ консолідував свої зусилля і має вже розуміння, що цей конфлікт, який сьогодні розгортається на території Європи, що він не може вирішуватися 10 років. Він має бути погашений у найкоротші терміни, тому що він підриває норми міжнародного права на території європейського континенту. Тому до нашої справи буде особливий підхід. Тут не буде мова про десятки років, тут інша ситуація, ніж справа по Грузії. Це вже очевидно. Це вже очевидно, як оперативно рухається ця справа. Тому кілька років і, звісно, поряд з іншими зусиллями, я вірю в те, і є для цього підстави,
що все ж таки, повторюся, буде ордер виданий на арешт вищого керівництва Російської Федерации. Хорошо, сейчас уже в этих промежуточных или предварительных итогах было сказано, что Россия незаконно запретила деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Да? Рекомендовано или, скажем, постановлено, да, в правах эту организацию восстановить. Восстановление не произошло. Ну, Россия уже сказала, что не будет ратифицировать Римский статут, соответственно, признавать решение Международного уголовного суда. Россия ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН. Так, ви правильно зазначаєте, і, до речі, по запобіжних заходах забезпечення, ну, на жаль, на сьогодні ще немає рішення про те, щоб заборонити Росії підтримку так званого тероризму. Ну, тут я би охарактеризував наступним чином. Міжнародний кримінальний суд, він не взяв на себе ще цю місію стверджувати про те, що Росія підтримує чи не підтримує тероризм, але це нічого не означає насправді. Щодо згаданого вами рішення про те, що необхідно відновити діяльність Меджлісу і права інших національних меншин, якщо Росія не виконує ці рішення, ми маємо розуміти те, що це є міжнародне право, це не є державна виконавча служба, яка має прийти якимось чином зобов'язати. Ми говоримо, що таким чином Росія втрачає крихти свого авторитету на міжнародній арені. Це бачить оточення вищого керівництва Путіна на сьогоднішній день, це бачать міжнародні партнери. Це результується, все це результується у подальше підтримання санкцій. І ми бачили безпрецедентне рішення Сполучених Штатів Америки щодо попереднього списку, ну, фактично копія списку Forbes, до яких може бути застосовано просто санкції, які стануть крахом не просто на 100 мільярдів доларів, а для всієї економіки Російської Федерації. Тому тут не можна, звісно, стверджувати, що от Росія не виконує, яким чином ми примусимо її відновити сьогодні там Меджліс чи інші права. Не можемо. Нам потрібна сьогодні тільки констатація того, що перед нами є бандит у вигляді влади Російської Федерації, який не бажає підкорятися цивілізованому світу нормам права. Цього достатньо. По вашей информации, фигуранты дела 26 февраля, крымские татары, в том числе Ахтем Чийгоз, например, да, и судебное решение по нему, судебные и внесудебные преследования со стороны силовых структур Российской Федерации на территории аннексированного Крыма, ложатся ли в эту доказательную базу и, ну, и какое место они там составляют? Или там в основном вопросы, которые связаны с имуществом, с событиями на востокі України? Я думаю, що абсолютно лягають, тому що мова йде про цілісний процес, цілісну політику Російської Федерації. Це не мова приватних справ, нема ніякого його елементу особистих, розумієте, непорозумінь між певними особами чи суб'єктами. Тут йде мова про продовжуваний акт військової дії, акт агресії Російської Федерації проти України. Вже це все, про що ми говоримо, ці елементи, це є наслідками стратегічної політики Російської Федерації. Згадаємо з історії, все завжди воно поєднувалося з відповідними циркулярами, тобто завжди було, я маю на увазі про заборону української мови, до прикладу. Це була така політика. Сьогодні вона стосується не тільки України, а і представників інших національних меншин. Але все воно для того, аби підкорити населення цих окупованих територій своїй точці зору, якщо це можна так назвати. Я хочу більше сказати, і це може бути цікаво для громадян. Ми вже третій рік, 2018, ми проводимо збір паралельно до того, що робить держава. Ми, як громадська організація, збираємо докази збройної агресії Російської Федерації. Тобто ми створюємо хронологію збройної агресії, де буде поденно відображено, що робила Російська Федерація, її регулярні, нерегулярні утворення на території України. І сьогодні це понад 4 тисячі позицій, які ми також збираємося передати до канцелярії, до секретаріату Міжнародного кримінального суду. І починаються події, до речі, з 20 лютого 2014 року. Именно эта дата названа Верховной Радой Украины датой начала оккупации Крымского полуострова. Именно эта дата, 20 февраля, отчеканена на российских медалях Российского Министерства обороны, да, за возвращение Крыма, так написано на этой медали. И вот уже 1416 дней с этого момента мы сегодня, мы просто должны отметить, что это уже
почти 1500 дней Крым находится в оккупированном состоянии. Смотрите, историю, вот факты, которые собирает ваша общественная организация, насколько вероятно, что они могут быть в полной, не в полной, в частичной мере вовлечены и приняты Міжнародним уголовним судом? Дякую вам. Насправді ми зараз робимо в певній мірі унікальну річ. Чому? Тому що на початку агресії громадяни наші зверталися до Європейського суду і в більшій мірі посилалися на повідомлення в пресі або в загальнодоступних масових засобах інформації чи органів влади, яку ми поставили мету. Всі наші дані, які ми збираємо, вони винятково офіційно підтверджені. Для цього ми ініціювали великий судовий гучний процес, навіть в Вікіпедії його відображено, про встановлення факту збройної агресії проти України. І ми його проводили от ці 2 роки для того, аби через суди українські витребувати від Генеральної прокуратури, від Служби безпеки, від МЗС, від РНБО, від всіх організацій, від президента офіційні дані. І ми зібрали на сьогодні просто колосальну кількість офіційних підтверджень. Я наведу приклад. Це такі дані, що, до прикладу, прикордонники України підтверджують, що такі транспортні засоби з такими-то російськими номерами заїхали такого-то дня на територію України в такій-то кількості. Отже, ми сьогодні робимо роботу для того, аби будь-який український громадянин зміг в подальшому мати неспростовні докази і використати їх у своїх інтересах захисту. Чи мова йде про встановлення факту збройної агресії, чи мова йде про відшкодування шкоди. От сьогодні така от робота проводиться, і відповідно до статуту Міжнародного кримінального суду ми, як громадська організація, маємо право прямо передати ці всі докази. Однією із мов статуту це є російська мова, однак ми сьогодні проводимо роботу з перекладу на англійську мову для міжнародної спільноти цих всіх доказів. Це дійсно робиться паралельна робота до тієї, яку веде Мін'юст через роботу в міжнародных криминальных судах. Хорошо, насколько это уникальная для, для мировой истории, да, ситуация, когда общественная организация через длинный судебный процесс собирает тысячи официальных документов и подтверждает факт военной агрессии? Ви знаєте, я думаю, що ситуація взагалі з Україною і з агресією Російської Федерації проти України не стається кожного дня. Всі ці ситуації є унікальні. Мова про те, що ми побачили, що з 2014 року держава поводилася себе досить невпевнено на міжнародному рівні, і ми почали цю роботу незалежно від того, яким чином держава буде реалізовувати свої завдання, які передбачені Конституцією. Тому що ми, на жаль, не можемо бути впевнені в тому, що все робиться належним чином. Зокрема, коли змінюються 3 генеральні прокурори за цей період після 2014 року, ми не можемо бути впевнені, що якісь докази будуть до кінця досліджені, спрямовані. І ви згадали тему санкцій. Я можу прямо навіть заявити про те, що Генеральна прокуратура послідовно займала абсолютно неправильну позицію у відстоюванні потреби накладення санкцій на вищих посадових осіб, я маю на увазі екс-посадових осіб, Януковича і його команди. За наслідком цього, це є не новина, ряд санкцій було знято. І з пана Портнова, і з пана Клюєва, і інших фігурантів. І сьогодні Генеральний прокурор може тільки мовчати, і він не має що сказати. Тому у нас виникають сумніви, як у громадськості до того, чи держава спроможна належним чином збирати докази. І ми цю роботу проводимо. Я хочу додатково відзначити, що цілі томи – це результати роботи також Комітету Верховної Ради України по Іловайську, до прикладу. Це велика допомога, яку надали нам через організацію теж «Сила права», яка сьогодні здійснює ряд безпрецедентних дій. Уявіть собі, дійсно, ви спитали, наскільки це унікально. Уявіть собі, що громадська організація в Україні вимушена представляти інтереси кожного окремого, чи людини, яка отримала травми за наслідком АТО, чи сім'ю, в якій загинули люди, щоб домогтися того, щоб її визнали, що вона не учасник АТО, а що вона загинула за наслідком російської агресії. Це в цій частині, я думаю, це унікально, тому що для будь-якої країни світу зрозуміло, що якщо є акт агресії, тоді синхронні дії на відсіч збройній агресії задіюються. У нас була прийнята формула АТО. Я не погоджуюся з цією формулою, але тільки час розставить
звісно... Ну и, власне, це вже розставляє, потому что розставляє. АТО официально закончено, и сейчас это операция Объединенных сил. Але зверніть увагу, що як ми можемо говорити про те, що вона от офіційно закінчена? Ми маємо поширити правовий режим або на те, що відбулося з самого початку, або ми не можемо у 2018 році говорити про те, що в нас закінчилося один правовий режим, починається інший. У нас же збройна агресія почалася з 20 лютого 2014, значить, вже з того моменту мали бути дії на відсіч збройній агресії. Як це трактувати? Ну, то есть в данном случае я даже процитирую Рифата Чубарова, который был с нами на связи, и который сказал, что 26 февраля гражданское общество крымское, оно выполнило свою функцию, потому что своим массовым митингом показало, что никакой массовой пророссийской поддержки не существует. Это я сейчас цитирую Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа. А вот дальше, когда должна была вступить я не знаю, партия, если говорить симфоническим языком, государственных служб, в том числе силовых, да, вот там не все сработало, и поэтому мы имеем то, что имеем. Я вот на русском уже языке хочу сказать, потому что это очень важно. На самом деле, каким-либо образом сейчас обвинять население, которое оказалось в тех условиях, это вообще невозможно этого делать. Это прямая обязанность государства защитить свой народ, защитить свою територіальну цілісність. Тому тут про щось, якихось інших сенсацій не може навіть бути, і версій. Тут держава мала дійсно в той день, коли почалася збройна агресія, закликати до всіх учасників Будапештського меморандуму і всіх, відповідно, на цей кордон зіткнення, на рівень ООН виводити це питання і діяти за стандартними правилами. От тут, в цій частині, дійсно унікальна ситуація, коли Україна запровадила АТО, антитерористичну операцію. Я до сьогоднішнього дня не можу це пояснити іншим шляхом, ніж те, що ми не маємо повного об'єму інформації, яким володіли на тодішній момент виконуючі обов'язки президента України. Є слухи відповідні, що це були політичні питання, а не правові. Я більш прихильник все ж таки права, ніж політики, тому що політика, вона змінна, а право, ми бачимо зараз, тільки за допомогою права мы можем ситуацию врятувати. Хорошо, коллективные иски людей, которые тем или иным образом пострадали от действий Российской Федерации в Крыму. Это переселенцы, коих называют, никто не знает точное количество, но от 20 тысяч до 60 тысяч и дальше. Я слышал совершенно разное количество. То есть люди, которые вынуждены были уехать из родных мест. У кого-то остались там имущества, которые он не смог продать. Дальше убытки бизнеса, убытки самого государства, но прежде всего коллективные иски граждан. Они возможны к Российской Федерации? Будете ли ви з ними працювати? Дивіться, ви згадали одну річ дуже важливу, що не зрозуміло, чи 10 тисяч, чи 20 тисяч переселенців є в Україні. Взагалі не вкладається в моє розуміння те, що по сьогоднішній день профільні міністерства не володіють чіткою інформацією про кількість переселенців. Те, що я можу на 100% підтвердити, що Україна сьогодні, на жаль, декларує одну політику до переселенців. На жаль, ці люди стикаються в Києві і в інших населених пунктах зовсім протилежним. Тобто потрібно розуміти, що в один день люди втратили своє житло і вони фактично тікали в іншій області, мали починати тут своє життя. Україна не стала для цих людей справжнім домом, якщо так би мовити, тому що міністерство, яке взяло на себе ці зобов'язання, на жаль, їх не виконують по сьогоднішній день. Щодо колективних позовів, то така робота вже ведеться громадською організацією, яку я назвав «Сила права», і це більше сотні позовів, де відповідачем безпосередньо зазначається Російська Федерація, і є відповідні рішення українських судів про стягнення завданої шкоды. Хорошо, сейчас это решение украинских судов. Ясно, что, я предполагаю, что Российская Федерация как государство не будет выполнять решение украинских судов. Дальше, вероятно, будут международные суды. Какого количества людей это может в результате коснуться и сколько эта часть может длиться? Ви знаєте, як би це не звучало, але я прихильник того, щоб Україна все ж таки консолідувала зусилля, щоб це не були поодинокі справи, або навіть колективні, ми говоримо там десятки, сотні громадян. Це все ж таки робота держави, випрацювати єдину політику щодо захисту
прав та інтересів своїх громадян. То есть, по сути, эта часть иска государства Украины должна включать в себя в том числе компенсацию тем, кто пострадал. Я правильно понимаю? Да, я в цьому впевнений, але на сьогоднішній день ми маємо розуміти, що Україна все ж таки має взяти на себе місію допомоги, негайної допомоги цим людям, які вже постраждали від збройної агресії. Тобто сьогодні потрібно відновлювати житло, сьогодні потрібно давати гарантії, надо уже роботу, помогать, а уже потом отстаивать в судах. Спасибо огромное. Станислав Батрин, украинский юрист, руководитель общественной организации «Открытый суд», был с нами на связи. Ой, был у нас в студии. Меня зовут Павел Новиков, это радио Крым Реалии. Мы еще услышимся. Пока-пока. Новини Радіо Свобода. Перед мікрофоном Антон Шульга вітаю вас з корам антидопінгового кодексу.